Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Володя Михайлов и Милада Сыромятникова. Здравствуйте. На этой неделе вся страна отметила 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В дань уважения памяти пережившим блокаду города-героя во всех регионах состоялась акция «Блокадный хлеб». О том, как прошла акция в Якутске, расскажет Кристина Катаконова. Этот кусочек хлеба весом всего 125 грамм стал для многих жителей осажденного города настоящим спасением. Он был изготовлен из ржаной муки, жмыха, отрубей и даже целлюлозы, но именно он поддерживал жизнь в тяжелые дни блокады. Во время блокады хлеб делали из того, что могли найти. Добавляли в муку измельченные остатки растений, хвойные иголки и даже масло для машин вместо обычного масла, потому что другого просто не осталось. Сейчас участники акции «Волонтеры Победы» раздают специальный хлеб весом 125 граммов, брошюры, где рассказывается об этих трудных временах. Нужно сохранять историческую память и что нужно бороться с фальсификацией истории, которая, к сожалению, в данное время сейчас в мире происходит. Вы знаете рецепт блокадного хлеба? Если говорить исторический рецепт блокадного хлеба, то, конечно же, представить трудно, что в те страшные годы питались вот таким вот хлебом, который, на самом деле, по медицинским показаниям есть практически невозможно. Но у людей не было выбора, и они, получается, вот в день ели только вот 125 грамм хлеба, вот такую норму. 27 января 1944 года Ленинград наконец-то освободили от врагов. Целые 872 дня люди в этом городе жили в очень тяжелых условиях. Им приходилось терпеть голод, холод и болезни. Но они не сдавались и продолжали бороться. Победа в той страшной войне далась огромной ценой. Интересно, что современные жители города знают об этих событиях? Знаете ли вы, какой сегодня день? День освобождения Ленинграда. День освобождения Ленинграда. Наше поколение помнит. Это память, дань уважения. Как минимум, как урок истории, чтобы не забывать, что может произойти. И как мне нужно делать, например. Несмотря на тяжелое время, город продолжал жить. Люди в осажденном Ленинграде работали, чтобы помочь нашей армии победить. Они делали снаряды, чинили танки и пушки. Скоро мы отметим 80-летие победы в той Великой войне. Наши герои сделали все возможное ради нашего будущего. Кристина Катаконова, Семен Семенов, Якутск. А после майских праздников и мероприятий наступит долгожданное лето. Милада, а как ты проводишь свое лето? Летом мы с семьей выезжаем на природу, рыбачим, купаемся. А ты как проводишь свое лето? А я люблю не только на природе быть, а еще и в детских лагерях. Кстати, о лагерях. На днях в Якутске открыли дополнительные здания детского лагеря «Спутник». Целых 4 здания. Теперь его площадь увеличилась. А это значит, что он сможет принимать еще больше детей. И я даже знаю сколько. Если раньше лагерь мог принять только 100 детей, то теперь эта цифра выросла в 3 раза. Теперь еще больше ребят могут насладиться летними каникулами в лагере. Сегодня мы присутствуем на торжественном открытии лагерей летнего отдыха и оздоровления детей. Республика Саха-Якутия вошла в число 43 субъектов России, которые выиграли грант. Новый формат знакомства с культурой. Впервые в Якутии появятся театральные аудиоэкскурсии. Это уникальный формат, когда участники погружаются в атмосферу через специальные наушники, слышат голос, который проводит их через пространство. В Государственном театре оперы и балета провели первую подобную экскурсию, в котором приняли участие студенты из Якутского колледжа культуры и искусств. За кулисами побывал также наш корреспондент Александр Горохов. О новом формате экскурсий в сюжете далее. Сегодня одним из самых важных и влиятельных мест культуры является театр. В Якутии театральная индустрия очень хорошо развита, но не останавливается на достигнутом. Как, например, Государственный театр оперы и балета, в котором мы сейчас находимся. Театр оперы и балета продолжает радовать зрителей своими постановками и инновациями, проводя экскурсии для юных артистов и будущих режиссеров. Мы сейчас были на экскурсии по этому театру. Можете рассказать свои общие впечатления? Впечатления очень хорошие, интерьеры очень нравятся, масштабы тоже нравятся. Очень красиво, люстра хорошая. В рамках экскурсии был использован проект «Голос внутри», по прохождению которого зрители смогут полностью погрузиться в нужную атмосферу благодаря беспроводным наушникам. Это уникальный проект, который буквально в прошлом году появился в городе Якутске. Вы сможете погрузиться в ту атмосферу, в которой вы принимаете участие.
Хочется сказать, что интерактивные экскурсии проводятся не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе в теплое время года. Также существуют отдельно детские прогулки, которые скрасят ваше время на каникулах. Так что советую вам сходить на подобные мероприятия и активно, а также интересно провести время с пользой. Александр Горохов, Семен Семенов, Якутск. А театр юного зрителя представит для жителей Султарского улуса спектакли, посвященные 80-летию Великой Победы. Один из спектаклей по произведению Николая Лугинова повествует об отношении и связи поколений. Главный герой, мальчик Нюргун, размышляет о жизни и мечтает о прекрасном. Его бабушка делится жизненным опытом, рассказывает о трагедии войны. Ее 7 сыновей героически пали на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Гастроли в Сунтарском районе запланированы с 3 по 13 февраля. Володя, как ты думаешь, вот мы, дети, любим участвовать в различных конкурсах по рисованию, лепке, шитью. А взрослым, наверное, тоже охота участвовать в конкурсах? Думаю, что да. Даже знаю, что недавно в Якутске состоялась первая республиканская творческая выставка работ учителей ИЗО и труда, в котором приняли участие около 100 учителей. Они представили свои изделия по 15 номинациям. Это резьба по дереву, кости, якутские украшения, шитье кукол, национальная одежда и многое другое. Их работы оценивали более 40 членов жюри. Данная цель – популяризация всех видов творческой деятельности учителей. Наши учителя не только работают с детьми, не только детей учат на уроках, готовят к научно-практическим конференциям, к чемпионатам профессионалов, но у них еще остается время для вдохновения. И каждая работа уникальна. В каждой работе учитель вложил свою душу, умение. И это не раз подтверждает о том, что учителя труда и ИЗО – это всесторонние личности. А юные линчане, благодаря своему таланту, создают себе индивидуальный образ. Ребята расписывают одежду акрилом, благодаря чему она становится уникальной. Роспись одежды акрилом – это увлекательное и творческое занятие. Юные художники выбирают, что нарисовать, а после уже наносят краску на саму одежду. Этому их учит педагог дополнительного образования Альбина Колбик. Она помогает обучающимся создать собственный индивидуальный образ, а дети проявляют свою фантазию. Я рисую по своей тематике на разных игр, там, видео с Ютуба. Блогера одного разрисовывал сегодня по имени Ложка. Рисуем на одеждах, на холстах, бывают какие-то конкурсы. Можем на конкурсах каких-то поучаствовать. Закрытие года детства и открытие года защитника Родины в Республике Саха-Якутия состоялось в Центре культуры имени Гагарина. По этому поводу состоялась праздничная программа «Калейдоскоп детства», на котором наградили детей за их успехи и таланты. Подробнее о мероприятии в сюжете Алексея Сургутского. Концерт, выставка и награждение. Так завершился год детства для детей нашей республики. На праздничной программе юных талантов «Калейдоскоп детства» наградили лучших из лучших. Одной из них является Лена Афанасьева, которая занимается музыкой вот уже 6 лет. Она стала победителем в номинации «Гармонии музыки». Я очень рада этой награде. Было немного неожиданно ее получить на самом деле. Музыкой я занимаюсь долго. Получается, с 1 класса я занималась на разных инструментах. Там фортепиано, скрипка. Потом уже с 3 класса я перешла на домбру. Пришла в оркестр народных инструментов, начала заниматься игре на домбре. Потом где-то через 3 года, что ли, я начала заниматься на крымпе. Это якутский инструмент. Также в рамках программы развернулась выставка, на которой были представлены кубки и медали лучших юношеских организаций, различные фигурки из якутского эпоса, куклы в технике валяния, а также уникальные находки со времен Великой Отечественной войны. В рамках закрытия года детства представлены такие уникальные предметы, как немецкие, советские каски, фляги, а также уникальная тактическая карта. Дети были очень рады праздничной программе, ведь для них это будет значимым событием, дальнейшей мотивацией развития в их творчестве и толчком на дальнейшие успехи. Московские панды отпраздновали китайский Новый год с подарками от фанатов. Малышка Катюша и ее мама Динь-Динь с удовольствием обнимали вязаного мишку и играли с чашей-неваляшкой, а папа жюри лакомился подвешенными угощениями. Напомним, Катюша – первый в России детеныш большой панды, родилась 30 августа 2023 года. Ее родители Жуи и Динь-Динь привезли в московский зоопарк в 2019 году по программе сотрудничества между Россией и Китаем по сохранению и размножению этого редкого вида.
Эти темы нам показались самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!